Всем мир, это Евгений Коваленко, а вы на канале Одно кино. В эру комиксов и экранизаций их в таких сериалах, как «Пацаны» от Amazon или «Сокол» и «Зимний солдат» от Marvel, Disney, которые, так скажем, в каком-то смысле рвут немного шаблон этого жанра, даже было бы правильнее сказать, немного удивляют вплетенными в их сюжет современные проблемы США. Адаптация от Netflix комиксов Марка Миллера и Фрэнка Куайтли «Наследие Юпитера» выбрали менее тернистый путь в подаче повествования и не являют собой настолько информативную или изобретательную экранизацию комиксов, как вышеупомянутые сериалы. «Наследие Юпитера» покажет нам немало захватывающих супергеройских сражений, правда жаль не с самой лучшей компьютерной графикой, но все же хорошо подобранный актерский состав, который по максимуму старался сделать своих героев запоминающимися и плюс-минус неплохой сюжет, как для экранизации комикса. «Наследие Юпитера» расскажет про первое поколение супергероев, которое получило невероятные способности в 1930-е и с тех пор стали символом надежды и порядка. Спустя десятилетия их по-прежнему уважают и почитают, а вот их потомки, дети, которые на халяву унаследовали способности и стали суперзвездами, не сильно-то и озабочены спасением мира и какими-то там еще высокими целями и бла-бла-бла. Их больше интересует слава. Первый сезон, а их, конечно же, будет не один, охватывает почти целый век. Во временном отрезке и в повествовании постоянно то возвращаются во времена Великой депрессии, 30-х годов в Соединенных Штатах, то в наши дни. Можно сказать, что таким образом сериал выбрал такой подход, чтобы поддерживать динамику повествования. Вся история началась в 30-е годы, когда Шелдон Сампсон со своим братом Уолтером, которые всегда работают плечо к плечу, с группой каких-то бандитов-неудачников отправляются на квест, который очень похож на одно из приключений Индианы Джонса. Включая странные символы, которые нуждаются в расшифровке, расхищение гробниц и даже дерзкий капитан, которого наняли пройти сквозь коварные воды в поисках острова, о котором никто и никогда не слышал. Это ключ. Нет, кое-что получше. Это рисунок ключика. И вот эта группа старых первых героев, каждый имеет свою историю и развивается в течение нескольких десятилетий, в то время как их дети этих героев, не получают должного внимания и кажутся более картонными из-за этого. А их истории, персонажи и характеры и вовсе банальны и предсказуемы. То есть Брэндон — это сын, который только и мечтает, чтобы во всем угодить отцу и стать преемником семейного дела. А дочь Хлоя, она бунтарка и наркоманка, которая ненавидит все, что связано с ее семьей и, собственно, саму семью тоже. Есть еще один сын по имени Хач, он вообще не имеет никаких способностей и компенсирует он свое отсутствие каких-либо суперсил хитростью, и супер крутыми мощными гаджетами. Несмотря на это, за ним интересно наблюдать на протяжении сезона, чтобы понять, какую из сторон он все-таки выберет. Стоит ли смотреть «Наследие Юпитера»? Расценивая его как супергеройский сериал, он, так скажем, не дотягивает до уровня «Сокола» и «Зимнего солдата», но все же старается и проделывает довольно адекватную работу, чтобы создать зрелищность того, как полубоги стараются начистить друг другу рожи. Большинство действий происходит в наши дни с захватывающей битвой в начале, которая служит отличной демонстрацией разнообразных суперспособностей, которыми обладают эти герои. Конечно же, все заправленные кучей спецэффектов, которые, как я сказал выше, не выглядят на все 100. Сериал «Наследие Юпитера», он наполнен запоминающимися персонажами, актеры постарались по максимуму, чтобы это сделать, впечатляющими суперсилами и всякими мистическими локациями, которые придется исследовать. В целом, любителям комиксов это должно зайти. А на этом все. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ставьте большой палец вверх, только если вам понравился этот отзыв. Делитесь мнением в комментариях по поводу этого ролика или самого сериала «Наследие Юпитера». Спасибо за просмотр. Пока.